Добрый вечер. Сегодня я хочу поговорить об очень известной чеченской народной песне «Кайдари Куач». «Белая шелковая рубашка». С этой песней я не раз выступала на Первом канале. Также с первым своим коллективом «Жохар» мы заняли призовое место в Смоленске в 1990 году. То есть мы стали дипломантами первого всероссийского конкурса «Голоса России». Сейчас я вам хочу рассказать об истории этой песни, как и когда она вышла впервые в свет. В годы выселения впервые для массового зрителя ее исполнила легендарная Марьям Айдамирова. Уже по возвращению нашего народа на историческую свою чеченскую землю ее повторила тоже известная наша певица Шамилева Жансари. Когда мы с сестрой работали в филармонии, у нас с Марьям были долгие беседы, рассказывали о песнях, рассказывали об историях этой песни. И меня всегда интересовала именно вот эта вот песня «Кайдари Куач». Я у нее часто спрашивала: Марьям, почему она звучит именно так? «Кайдари Куач мою халах, шюри дюахки мадяхкала». Почему нельзя «Кайдари Куач мою халах, шюра дюахка мадяхкала»? И, естественно, она мне отвечала так: елалой, а потому что и тяркой эшер юлдейл. Диалект терский, он особенный. Марьям часто говорила, песня «Кайдари Куач» была очень короткая, и ей захотелось ее дополнить. А дополненный куплет звучал именно так: автор вот этих слов является Марьям Айдамирова. Марьям всегда хотела, чтобы я эту песню исполнила уже в новой обработке. И мне, естественно, очень хотелось дать новую жизнь этой песне. Почему? Потому что мне не хватало диапазона в том старом исполнении. Мне хотелось больше дать голоса, мне хотелось показать мощь голоса, мне хотелось... в общем, знаете, все-таки, когда ты молод, когда полон энергии, тебе хочется показать свой талант, показать диапазон, показать, насколько ты можешь протянуть эту песню. И именно так я ее исполнила. В канун моего юбилея вышел нотный сборник. То есть это приглашение по страницам моей жизни. И здесь полностью все песни, которые я исполняла. И, естественно, «Кайдари Куач» занимает здесь особенное место. Теперь эта песня запечатлена в истории чеченской культуры.